всем развить вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим о том, что для себя выбирает молодежь – учебу в ВУЗе или в СПО. Дорогие друзья, внимание на экран. В современном обществе выбор профессии является одним из самых важных и ответственных решений в жизни молодежи. Сегодня многие старшеклассники и выпускники школ задаются вопросом, что выбрать – поступить в ВУЗ или пойти в СПО. Вопрос подготовки кадров является ключевым для Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Гость передачи – Иннокентий Оконешников, руководитель Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки. Что сегодня выбирает для себя молодежь – ВУЗ или СПО? Дорогие друзья, чтобы разобраться в этой проблеме, нам необходимо разделиться на две группы. Первая позиция – это те, кто считает, что высшее образование в ВУЗе признается более престижным и ценится выше на рынке труда, что может повлиять на будущие карьерные перспективы. Вторая позиция – это те, кто считает, что образование в СПО ориентировано на практические навыки и знания, что может быть полезно для будущей карьеры выпускника. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников с противоборствующей. В конце передачи у вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, если вы убедитесь в аргументах оппонентов, можно будет перейти на их сторону. Выбираем зоны. Те, кто за вузы, будут справа. Те, кто за СПО, будут находиться у нас слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, ответственный за профессиональное образование в нашем городе. Руководитель Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки. Иннокентий Оконешников. Здравствуйте. Присаживайтесь. Иннокентий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается минута для того, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Зовут меня Иннокентий Оконешников. Я являюсь руководителем Департамента государственной политики в сфере науки и профессионального образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Всех приветствую. На передаче «Я молодой». Я тоже про себя расскажу немножко. В 2006 году я закончил Якутский государственный университет, биолого-географический факультет. В то время он еще ЯГУ назывался, да? Сейчас это Северо-Восточный федеральный университет. Потом работал учителем в школе, учителем химии. Потом директором работал. Потом в профессиональной образовательной организации преподавателем работал. Довольно 5 лет где-то. В Институте развития профессионального образования заместителем директора был. И второй год работаю в министерстве. Работа интересная. Спасибо. Давайте подарим аплодисменты. Приветствуем. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Так, первый вопрос. Довольны ли вы тем качеством подготовки кадров, которое показывает наша республика? Что, возможно, стоит поменять? Я доволен, но есть такие объективные, показатели, как требования работодателей, именно когда крупные компании, когда берут на работу, то они, иногда бывают не очень довольны. Иногда они сами у себя дотачивают, доделывают. Закончив бы школу в этом году, куда бы вы поступили и на какую специальность? Поступил бы, наверное, на техническую специальность. Как вы относитесь к тем, кто отучился на бюджетной основе, но работает далеко не по специальности? Это выбор самого человека же, да? Но часто, к счастью, можно короткие курсы проходить, и человек там в течение всей жизни, через каждые 3, 2, 4 года, может же поменять профессию. Особенно молодой человек, он ищет себе путь. Не обязательно тот, который выбрал, должен ему подходить, да? Многие так делают. Ходят разговоры о том, чтобы вернуть советскую систему распределения после вуза. Как вы к этому относитесь? К этому я отношусь скорее положительно.
Потому что если человек отучился за бюджетные деньги, он как бы должна быть определенная обязанность отработать там пару лет хотя бы по своей профессии. Нередки были случаи, когда работодатель отказывался принять на работу целевика после обучения. Встречаются ли такие проблемы нынче? Ну, таких проблем есть, но они мало, да. Скорее, когда после целевой подготовки вот, выпускник не возвращается, вот, таких случаев, скажем так, больше. Итак, Итакетти Афанасьевич, сегодня перед вами расположились те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Это и школьники, студенты, и молодые специалисты. Справа от вас расположились те, кто считает, что высшее образование в ВУЗе признается более престижным и ценится выше на рынке труда, что может повлиять на будущие карьерные возможности выпускников. Слева же от вас расположились те, кто считает, что образование в СПО ориентировано на практические навыки и знания, что может быть полезно для будущей карьеры выпускника. Обратимся к нашей аудитории. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли эту позицию, какие у вас есть аргументы подтверждения ее. Давайте начнем с стороны тех, кто выступает за вузы. Пожалуйста. Ну, я считаю, что вуз — это престижнее, потому что, несмотря на то, что СПО считается, что это практики, а вуз — это более теория, то в этот счет у меня есть такой аргумент, что вот в вузе ты сам стремишься к практике, а вот, например, в СПО ты безвыходно, ты просто должен быть практик. Вот, поэтому мне кажется в этом плане, что когда ты поступаешь в вуз, ты более осознанно туда идешь. И тоже это еще зависит еще плюс с финансовой стороны, например, то, что когда ты выходишь уже специалистом с высшим образованием, твоя заработная плата, она тоже выше, нежели у среднеспециального образования. Просто на примере даже ветеринаров, фельдшер либо врач, они получают совсем разные зарплаты. Пожалуйста, ваше мнение. Я скорее склоняюсь к тому, что вузовское образование очень важно, но на данный момент среднеспециальное образование испытывает нехватку подопечных, так скажем. И наша страна, в общем и целом, нуждается в людях, которые будут практически образованы, а тем более в рамках профессий, которые требуют скорой подготовки. Это промышленные профессии. Среднеспециальные учебные заведения этим летом, например, в городе Санкт-Петербург испытывали недоборы на бюджет по таким важным профессиям, как технические, производственные, как МЧС и многие другие. Я считаю, что это очень важно уделять внимание такой трудности, и именно ее решение позволит расти и развиваться в нашей стране. Еще мнение, давайте послушаем. На самом деле, вот, например, на государственной гражданской службе берут практически любых специалистов, главное, чтобы у них было высшее образование. То есть там может и инженер с высшим образованием работать спокойно, допустим, юристом. Ну, не обязательно, ну не в смысле юриста, ну, например, специалистом-экспертом, допустим. Или экономист. Ну да, так же, по-моему, насколько я помню, было. Ну, то есть рабочие места есть. Рабочие места есть, и в принципе, да, больше. почему бы нет. Спасибо. Еще мнение. СПО люди получают узкоспециальные специальности, и они готовы уже работать. А вот в вузах человек больше получает теории, чем практики, и он не готов работать, потому что они идут обычно на магистрант 2 года доучиваться. Еще аргумент, пожалуйста. Для карьерного роста, когда ты стремишься к высокой должности, для определенных должностей необходимы определенные степени образования, я думаю. Да, я считаю, что этим и перспективен вуз. Ну, и я не говорю, что после СПО тоже невозможно там перейти на высокую должность, но для этого потребуется много времени, сил, и нужно будет отучиться дальше. Еще мнение. Как говорила девушка, фриланс и много такого сейчас очень ценится. И есть множество курсов, как вы и говорили, которые можно быстренько пройти и начинать работать. И считаю то, что вот за этим стоит все-таки наше будущее, наше ближайшее будущее. И здесь
корочка вуза не столь важна. Еще мнение? Я закончил колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета по специальности информатика и вычислительная техника. Ну, хотел бы сказать, что в настоящее время образование в СПО очень повышается в нашей стране, так как когда я поступал в колледж в 2017, там было в общем студентов где-то 400-300 студентов. А в настоящее время в колледже обучается где-то более 1000 студентов. Ну, я думаю, это показатель, куда стремится образование сейчас в нашей стране. Ну что, послушали мнение друг друга, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Иннокентию. Пожалуйста, давайте начнем с стороны тех, кто выступает за вузы. Ваши вопросы, ребят. Иннокентий, как вы считаете, какое образование более доступно с финансовой точки зрения для молодежи? Один раз за счет бюджета можно отучиться в течение всей жизни бесплатно. И в СПО, и на вышке. Да, очень есть случаи, когда вот именно после вуза поступает в СПО. Такие у нас тоже студенты есть. И, ну, значит, человек ищет себя, да, чтобы получить профессию, по которой будет работать. И еще один фактор – это после СПО можно поступить в вуз. Но я не приветствую эту траекторию, да, потому что вот время очень длинное, да. После 11 класса, например, 11 лет отучился в школе, поступил в СПО, отучился 2 года, условно. 2 года, 3 года, да, потом поступил в вуз, отучился 5 лет, там, половина жизни прошла, а человек все еще учится, получается, да. Вот эта траектория тоже есть, но я не приветствую, да. Можно поступить в СПО, потом начать работать, и в вузе же заочно тоже можно обучаться, да, вот заочно повышать свою квалификацию. Вопросы тех, кто сегодня выступает за СПО, пожалуйста. Сейчас есть проблема кадров в северных районах, там нехватка учителей, учителя не хотят ездить на северные районы работать. И какие программы существуют для этого, чтобы стимулировать учителей, чтобы поехали в северных районах? Да, такая проблема стоит довольно-таки остро. Есть вот поддержка «Земский учитель», да, программа. Там договариваешься, идешь отрабатывать 5 лет, потом получаешь определенную сумму денег, да. Можно вот по такой программе. Ну и муниципалитета есть свои отдельные программы обеспечения, пытаются вот жильем, там какие-то доплаты свои вот молодым педагогам. Потому что вот, да, очень остро стоит вопрос. Ну, вот касаемо, на самом деле, педагогических кадров, вообще кадров в целом для арктических районов, эта проблема очень остро стоит. Как вы считаете, вот, какими конкретными шагами эту проблему все-таки можно решить? Потому что, как издавна говорится, кадры решают все, а когда кадров нет, какие проблемы можно решить? Тут надо, я считаю, уже заранее, потому что с местными ребятами уже со школы надо работать, потому что их уже готовить, настраивать, потому что не надо ждать, когда какой-то другой человек с другой страны, либо с другого района перейдет и будет там радостно работать, да? Надо вот именно школьника своего, ну, целевым образом, да, заранее. Ты у нас будешь врачом. Учить его химии, биологии, потом заключить с ним целевой договор, поступил в вуз или в СПО, отучился, приехал на родину и приступил к работе. Это, я считаю, надо вести такую раннюю профессиональную ориентацию уже со школьной скамьи. Еще вопрос, пожалуйста. Вы бы взяли на работу человека, который окончил среднее образование или высшее? Это в госслужбу, там берут именно с высшим образованием, еще желательно с педагогическим, еще желательно с опытом работы. А если у человека хорошее портфолио? Навыки хорошие? Я бы посмотрел, да, именно от качества самого человека, а не от его образования, наверное. Хорошо. Следующее. Вы бы доверились человеку, который прошел курсы, или у которого высшее образование, например, если человек прошел курсы косметолога, к примеру?
Я бы послушал рекомендации его клиентов, которые... Еще вопросы, пожалуйста. А какие вы считаете направления сейчас наиболее перспективны для развития в регионах у нас? Промышленность очень бурно же развивается. Вот. Это Южная Якутия, добыча угля, да. Потом Западная Якутия, это нефть, газ, алмазы. Вот. Я считаю, вот это очень перспективно, потому что там кадров реально не хватает, прямо ждут. Там зарплата довольно серьезная, высокая, да. Поэтому есть много таких проектов, когда вот именно ресурсом считаются жители вот центральной Якутии, чтобы отсюда ребята поехали работать в промышленные районы. Вот. Я считаю, это очень перспективно. Там же есть и образовательные организации в Алдане, в Нерюнгере, в Мирном. Там можно легко так, поступить. Есть возможность туда поступить. Там общежитие есть, условия есть. Отучиться, сразу проходить практику и трудоустроиться. У нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран. Что перспективнее для школьника сейчас? ВУЗ или СУЗ? ВУЗ, наверное. А как вы думаете, кто больше востребован на рынке труда? Ну, высшее, наверное. Те, кто больше учился на СУЗе, они уже прошли больше адаптации, и они больше востребованы становятся. А после вуза они только вступают, и опыта мало, и они только ориентируются. Честно, я не знаю сама, потому что я сама бросила 3 высших образования вуза, и мне это не помогло, потому что было очень много отвлекающих предметов, которые не давали мне профессионального практики. Вот, поэтому в этом случае я могу сказать, что, наверное, СУЗ все-таки. А как вы думаете, кто больше востребован на рынке труда? Люди, у которых есть практика. Вот. Но это касается определенных профессий. Конечно, есть профессии, где нужно знать очень много всего. Допустим, как раз-таки те отвлекающие для меня предметы нужно знать, чтобы быть профессионалом. Так что тут, двоякое мнение. Если человек хочет в будущем стать бизнесменом, допустим, да, так грубо говоря, то, конечно, лучше закончить 9 классом, потому что для бизнесмена, как сказать, высшее образование не обязательно. Конечно, желательно, чтобы у человека было образование, но сейчас, так сказать, образование большого значения не имеет. Лично это мое мнение, лично я так считаю. ВУЗ, думаю, перспективнее. Почему? Не знаю, высшее образование. Просто все так говорят. А кто из них больше востребован на рынке труда? Возможно, среднеспециальное, потому что они же практику проходят. Я думаю, перспективнее для школьника сейчас вуз все-таки, но школьник все-таки должен сам ориентироваться на то, что ему нужно, чего он хочет. Сейчас востребованы рабочие профессии, потому что мир развивается и не хватает рабочих именно профессий. Больше востребуется опыт, и поэтому считаю, у кого больше опыта, тот и востребован. Высшее перспективнее, я думаю, потому что высшее образование – это гарантия того, что у тебя всегда будет работа. На рынке труда, думаю, востребованы. Так не сказать, потому что и без образования люди очень хорошо находят работу, и у них карьерный рост высокий такой бывает. Востребованы, конечно, люди с образованием, что есть со средним, что есть с высшим. Что посмотрели мы с вами опрос нашего населения, услышали то, что мнения есть самые разные, так сказать, мнения вновь разделились. Есть те, кто считает то, что перспективнее вуз, тот считает то, что все-таки перспективный СПО. Кто вообще рекомендует идти в бизнес после 9 класса, закончив СПО. Давайте послушаем ваше мнение. Как вы считаете, кто больше востребован на рынке труда и почему? Давайте начнем с стороны тех, кто поддерживает вузы. Почему востребован тот, кто имеет практику. То есть в любом случае просто будет зависеть от того, какую должность ты будешь занимать. Пойдя ты в СПО или пойдя в высшее учебное заведение, от этого будет зависеть просто твоя должность. Но практика, она всегда приветствуется. Всегда берут людей с практикой.
Вот как раз мы когда смотрели опрос, многие считают, то, что в СПО практики больше. Так ли это? Как ты считаешь? Да, у меня был сокурсник, который пришел учиться после СПО, и он говорит, что здесь ни одной практики. Говорит, в СПО мы просто каждый год у нас была одна практика. Но лично я считаю, что это зависит от человека, потому что даже в ВУЗе ты можешь получить хорошую практику. И, например, в Якутии, что мне очень сильно нравится, когда изначально я хотела поступать в центральный регион, но потом я подумала, а чем здесь хуже? Потому что, например, какие у тебя будут знания, зависит от тебя самого, а не от того, что тебе преподают. То есть есть, да, предметы, например, которые не интересны, но я знаю, что мне они нужны, и я их самостоятельно изучаю. Поэтому все зависит индивидуально. И, например, в Якутии большие возможности обучения, большие возможности практики. Мнение тех, кто сегодня за СПО, пожалуйста. Кто все же больше востребован на рынке труда? Почему? Какие аргументы? Я думаю, все-таки более востребованы студенты, прошедшие среднюю профессиональную подготовку, поскольку нужно понимать, что вуз — это образование более теоретическое, потому что оно более относится фундаментально к тем дисциплинам, которые там изучают люди. То есть если человек-инженер заканчивает вуз, он заканчивает его с целью также сидеть, как он ворошил бумажки у себя на месте где-нибудь в корпусе, также он будет и теоретическими расчетами заниматься, сидя в водоканале по своей специальности. А среднеспециальные учебные заведения, они готовят людей, которые будут работать руками. И, соответственно, в развивающемся государстве и обществе всегда нужны люди, которые работают руками, потому что теоретика — это, конечно, хорошо, но кушать хочется. А чтобы теоретика накормить, чтобы ему было тепло в дом, построить дом, нужны люди со среднеспециальным образованием. И всегда должно быть их превалирующее большее количество, потому что производить это энергетически и физически затратно, нежели теоретически что-то строить. Всегда среднеспециальное образование будет востребовано больше. Хороший аргумент, чем у нас ответят оппоненты. По поводу практической части студентов, что касаемо и среднего профессионального образования, и высшего образования, я сама окончила высшее образование и выскажу свое мнение о том, что практической части в высшем образовании тоже хватает достаточно, чтобы мы освоили практические навыки в своей специальности. Но помимо этого мы еще и развиваемся в научной сфере, то есть делаем какие-то исследования, выдвигаем свои гипотезы, и, думая, эти качества тоже необходимы для личностного роста и как и карьерного роста человека. Еще мнение, пожалуйста. Как вы сказали, что человек в ВУЗе развивается, но из-за этого срок обучения становится длиннее. А вот СПО человек может получить образование за меньший срок и сам же развиваться вне стенах образовательного учреждения. Еще мнение? Сейчас, допустим, учусь на магистратуре и тоже не согласен, что практики в высшем образовании нет. Да, вот я учился, когда только вот на высшее поступил, я был экономистом, у нас там практики действительно было очень мало, но сейчас вот на магистратуре я учусь на лесозаготовителя, технолог, и там у нас практики хоть отбавляй, хоть и учусь заочно. По сути, каждый год по 2 месяца практически у нас практика. Еще, пожалуйста. Практика — это очень, очень и очень важно, потому что какие бы ты знания ни имел, если их в жизнь не вытащить через действие, то смысла от них никаких не будет. Очень много специалистов с высшим образованием, которые работают в итоге не по своей специальности, а туда, куда душа легла. И здесь, в СПО, я считаю, учиться выгоднее. Никита, давайте ваше мнение послушаем. Как вы считаете, кто же все-таки больше востребован на рынке труда? Тот, кто окончил вуз или СПО? Я думаю, что, например, большие компании, да, им почти без разницы, после вуза или после СПО пришел, да, они его возьмут на самую такую должность, такую низшую, да. Но потом уже от человека самого зависит, как он будет работать, насколько ответственно, да, и его уже карьерная лестница так. Например, очень много, Якутскэнерго, например, после вуза ребят все равно берут там монтерами, да, потом
год отработал на улице, там, потом уже двигается, становится инженером и так далее. По карьерной лестнице так идет. Поэтому надо от человека самого зависит, как он относится к своей работе, от его ответственности, от его желаний, от его амбиций. Можно ли достичь сегодня тогда все-таки успеха без профессионального образования? Можно ли прийти к успеху, вот, допустим, тогда вообще отрицая и ВУЗ, и СПО? Как вы считаете? Касаемо успеха, если человек решится стать юристом или экономистом-финансистом, то образование, оно необходимо, потому что без образования нам не стать юристом, я думаю. Успеха можно добиться, допустим, бизнесмены различные, они же добиваются успеха без образования, как бы. То есть в зависимости, что, опять же, да, правда спросил у вас девушка, что называть успехом. Если успех — это деньги, то да, можно без образования. Если успех — это слава, там, популярность, друзья, то да, тоже без образования спокойно можно. Но также как бы... Но если для общего развития региона? Да, для общего развития региона, да, конечно, образование важно. или если успех — это стать, допустим, вот, ну не знаю, руководителем какой-то организации, какого-то управления, департамента, ну, конечно. СПО, высшее профессиональное образование важно, извиняюсь. Спасибо, давайте поаплодируем. А как считаете вы, пожалуйста? Еще мнение? Мы считаем, что да, в сфере можно достигнуть успеха, но там развлекательной, например, достигают больше людей, но там не все. Есть единицы. То, что связано с культурой и искусством. Да, где вот такая узкая специальность не нужна, и там только единицы могут достичь таких успехов, и сложно удержать этот успех. Ну, сейчас мы живем в эпоху цифровых технологий. Сейчас можно обучиться по всем направлениям. Ну, через интернет. В интернете можно все найти, если захотеть. Каково ваше мнение на этот счет? Как вы считаете, можно ли все-таки достичь успеха без профессионального образования? Не обучаясь ни в СПО, ни в ВУЗе, просто вот закончил школу и пошел в народ. Закончил школу и сразу стал успешным. Да? Но это, наверное, блогеры так могут, да? Но это же единицы там. Не все хотят стать им успешным, например, и зарабатывать там независимым стать, но... А получить образование — это возможность повысить свои шансы. Образование это дает определенные гарантии. У человека должна быть какая-то профессия, он что-то должен уметь, чтобы этим себе зарабатывать, да? А вот так вот успех такой может быть случайный, да, вот без образования. Он, да, как правильно сказали, может долго не продлиться, да, а вот если у человека есть образование, у него будет гарантия, то, что он будет работать и зарабатывать. Как вы считаете, вот в школе сейчас, вот, в системе школьного образования, у нас достаточно ли уделяется внимание профориентации? Вот, реально ли ребята знают, вот, заканчивая школу, кем они хотят стать, в чем они хотят себя проявить? Так, ну, на профориентацию сейчас только даже на федеральном уровне стали очень большое внимание уделять. Только начинают? Вот только начинают, да. А так в каждой школе есть люди, которые занимаются профориентацией, да, начиная от классных руководителей, да, и так далее. Но профориентация у нас как бы занимаются все, но по чуть-чуть и так, да. Поэтому ребятам довольно-таки непросто выбирать сейчас. Поэтому в этом направлении, я считаю, вот должно быть развитие именно по профориентации. Я, например, считаю, то, что эта система сильности, она только-только вот начинает появляться, система профориентации хорошая в школе, потому что, ну, я, допустим, с одноклассниками заканчивали школу 7 лет назад. Когда мы заканчивали школу, вообще никто не знал, кто кем хочет стать. Вот серьезно, такая проблема была. Как вы считаете, такая проблема вот сейчас вот присутствует, и присутствовала ли она в вашей жизни? Давайте вот со стороны тех, кто за вузы, начнем. В моей жизни присутствовало. Я заканчивал в 2012 году село Петропавловск Усмяйского района. У нас вообще профориентации никакой не было. Даже, честно говоря, не вспомню, приезжал ли кто-нибудь из университетов, говорил ли нам что-то. А сейчас вот на самом деле не знаю. У меня брат учится где-то в 8 классе, и ему родители вложили, мол, становись медиком, и все. И он как бы, видимо, из-за того, что, скорее всего, у них профориентация, может быть, не ведется, он
как бы не знают. Но все, что я вижу сейчас, это IT-сфера. IT-сфера постоянно только в IT-сферу, как будто детей пихают. У меня такое вот ощущение. А что-то другое, какие-то другие возможности как бы им не показывают, к сожалению. Я являюсь учителем и знаю, что школы Якутска работают над этим. Для учащихся с 9 по 11 класс. Вот в мое время, когда я заканчивала в 2016 году, такого не было, но было меньше. И там, например, учащиеся не очень-то и слушали, не хотели, а сейчас они вот настроены и хотят, сами выбирают, куда хотят учиться, идти. Хорошо, есть такое мнение. С этой стороны еще какие есть мнения? У вас как было, ребят? У меня вопрос. В каком формате вы хотели бы вести профориентацию? Как классные часы или как предмет? Ну, сейчас есть прекрасный проект «Билет в будущее» называется, да? И там, ну, по идее, должен охватить все школы. Все школы, и там и всех школьников, начиная с 6 класса, должны проходить через эту систему, когда он каждый раз выбирает, пробует себя в профессии именно практически. И каждый раз какой-то другой, да. Сегодня повар, завтра электрик, потом программист, да. И для себя он должен в конце, вот с 6 начал, в 11 классе он должен уже какие-то ответы себе иметь, да. Я считаю, вот нельзя человека, вот просто рассказывая ему, да, типа лекции, показывая фильмы, да, он должен сам попробовать руками, вот чуть-чуть там в этой роли побыть. Вот практика, я считаю, важна в этом, чтобы выбрать. Еще мнение? Я считаю то, что было бы хорошо внести больше практики именно в профориентационной части, и такими вещами сейчас начинают заниматься особенно активно такие организации, как «Парк будущих поколений». Знаете такое? Вот. И я бы хотела, чтобы они тесно сотрудничали со всеми школами, чтобы дети проходили разные курсы, они там даже бесплатные. Вот, проходили курсы и пробовали себя в разных специальностях. Таким образом, профориентация была бы наиболее дельной. Какой совет, вот, назидание вы бы хотели дать аудитории? Не бойтесь, пробуйте, учитесь, очень хорошо учитесь. Это самое лучшее время, это студенчество, это в жизни такое яркое, самое такое время. Поэтому старайтесь, побольше друзей, да, активный образ жизни и хорошая учеба. Вот, и будет успех. У нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, те, кто были за вузы, но убедились в аргументах тех, кто за СПО, можете перейти к ним. И, соответственно, также наоборот, те, кто были за СПО, если вы убедились в верности позиции своих оппонентов, можете перейти к ним. Окончательно определяем свои позиции, и на счет 3 можно будет поменять свою точку зрения. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем. Послушаем, давайте мнение девушек, почему все же решили поменять свою точку зрения. Я решила поменять свою точку зрения, потому что, мне показалось как-то более надежно идти на высшее образование, чем СПО, потому что, как-то действительно более достойно. И мне самое, что нравится, то, что, по большей вероятности меня возьмут на работу. Спасибо. Ваше мнение? Я сейчас больше склоняюсь к тому, что СПО намного, поступать в СПО намного выгоднее, чем в ВУЗ. Кого вам бы хотелось отметить из числа наших сегодняшних участников и вручить ему свой сувенир? Девушку, ветеринара будущего. Давайте поаплодируем, попросим выйти тебя на наш подиум. Пожалуйста, вам слово. Вот, Настя, молодец. Вот, желаю, чтобы ты успешно закончила, дипломную защитила и пошла в какое-нибудь дальнее-дальнее село поднимать там сельское хозяйство, работать ветеринаром. Давайте поаплодируем. И вот небольшой наш мерч, подарок, сувенир. Настя, пожалуйста, немного расскажи о себе. Меня зовут Настя, я студент-ветеринар. К ветеринарии я пришла совсем недавно. Школу я закончила 10 лет назад. У нас не было профориентации.
И в жизни это сказалось очень плохо, потому что я пошла не по своей специальности, мне пришлось бросить, быть в поисках себя. Поэтому развивайтесь, ищите новые информации, пробуйте себя в разных сферах и ориентируйтесь на свои ощущения. Теперь попросим всех подняться к нам, для того, чтобы мы еще могли пообщаться немного друг с другом и с нашим гостем. Пожалуйста, поднимайтесь сюда, ребят. С вами была программа «Я молодой» Ее ведущие Евгения Тимкина. и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себе и родной республики. Всем пока. Отличная передача, я молодой, вот, формат интересный. Главное, ну, в конце ребята, я считаю, начали уже, когда тут в круг стали, раскрылись, и кто-то уже сделал для себя какие-то выводы, поэтому надеюсь, что вот девушка, которая вот 11 класс, успешно сдаст экзамены и поступит в тот вуз, который она выбрала.